Команда легкоатлетов Коми с нарушениями слуха сегодня в спорте высших достижений. Двое в сборной страны. За труды и успехи и заслуженное внимание. Замечательно, что вы поставленные цели достигли, что у вас есть спортивный характер, что у вас есть воля, что у вас есть желание. Спасибо вам за те победы, которые вы одержали. И республика, жители, все гордимся вами. Вот. Сегодня мы пришли побеседовать с вами. Как вы занимаетесь, в каких условиях, что хотелось бы, может быть, вам сказать? Илья Штанько – чемпион Европы по прыжкам в длину. Сам он из Саратова. Учился в Чебоксарской школе Олимпийского резерва. Тренироваться в Коми Илью лично пригласил наш именитый тренер Иван Болясников. 4 года тренировался в Саратове. Выполнил разряд мастер спорта в 2012 году. Потом в 2012 году поехал в Чебоксары. Там результатов не было, было только на одном уровне. Я хотел еще больше, выше. Приехал в Сыктывкар, мы очень сильно тренировались, очень жестко тренировались, и результаты, добился больших результатов. Илья Штанько поступил в СГУ, поэтому проблем с жильем нет. Впрочем, так не у всех членов сборной. Двое прибыли из районов. Там тренироваться негде. Легкой атлетикой занимаются только в Сыктывкаре, Ухте, Вуктыле и Приузье. А чтобы продолжать тренировки здесь, между сборами спортсменам нужно где-то обитать. Дабы помочь ребятам, федерация перенаправила средства. В итоге съездить в этом году на сборы в Кисловодск не получится. Основная проблема, конечно, у нас проживание. Проживание. Мы знаем эту проблему, да, поэтому вы вынуждены были отказаться от сборов, да? Наши деньги сейчас идут на содержание как раз 2 человек. Уже сейчас весной закончится Саша, тоже учебное заведение. Саша? Да, Торопов. Их будет 3. Сейчас он учится в политехническом техникуме. Министр спорта отметил, приятно, что сильные характеры появились не только в лыжном, но и в других видах спорта. В плавании, пауэрлифтинге, легкой атлетике. С каждым представителем сборной в регионе проводится практически индивидуальная работа. Предстоит она из команды чемпионов по легкой атлетике. Решили собрать все предложения и встретиться за круглым столом в этот же день, не откладывая в долгий ящик. На самом деле вопрос по проживанию не так прост. Наши спортивные базы для этого не предназначены. Они предназначены для проживания во время тренировочных мероприятий и соревнований. Поэтому был бы простой вопрос, проблемы бы не было. Поэтому здесь нужно работать, искать варианты компромиссные. В принципе, чем мы и будем заниматься в ближайшее время. Долгое время в атлетике Коми наблюдалось затишье. И вот прорыв. Теперь хочется не только удержать уровень, развиваться дальше, отмечает президент федерации. Легкой атлетикой в регионе занимаются 330 спортсменов. Но специальный манеж только один в Сыктывкаре. В этом году его отремонтируют. Но этого недостаточно. 3 тренера сборной готовы работать на самый высокий результат. Команда спортсменов с особенностями это уже доказала. Им это дается вдвойне тяжело. У спортсменов по слуху, конечно, это анализаторы слуховые и координационно они совмещены. Поэтому координационные все движения для них даются очень затрудненные. Они закрепощены, им очень тяжело расслабить как-то себя во время бега. Это является основой. Без этого нельзя показать результат. И вот мы различными упражнениями, какими-то новыми методиками, подключаем Сыктывкарский государственный университет как-то к этому, к разработке таких методик. Пытаемся вывести, чтобы ребята смогли полноценно, так же, как и здоровые ребята, показать и результат, и технически соответствовать спортсменам высшего уровня. Подают надежды спортсмены основной группы. Успешно выполняют мастеров спорта. А наша школа Олимпийского резерва по итогам всероссийского турнира признана лучшей в подготовке самых юных легкоатлетов. Ольга Коняева, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.